Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам прогноз на неделю с 13 по 19 апреля 2020 года для овнов. Карта недели. Валет бубновый. Отношения: те, кто в поиске партнера, те, кто в паре, те, кто в ссоре. Работа: те, кто по найму. Это бизнес, свое дело. Финансы. Карта проблемы, карта удачи и совет. Итак, основная карта этой недели для овнов – это валет бубновый. А карта говорит о том, что придется принимать какие-то очень важные, радикальные, скорее всего, решения. Могут быть какие-то происшествия, которые вас очень удивят. Это, знаете, даже может быть такое состояние шока, когда вообще не знаешь, как реагировать, когда нужно время, чтобы вообще понять, что происходит. Вот что-то такое у овнов может происходить. Это не обязательно что-то плохое, это может быть и хорошее. То есть вы просто удивитесь тому, что происходит в вашей жизни. Кроме того, эта карта связана с вами самими, то есть как вы к себе относитесь. Это может быть какие-то события, которые вот именно относительно вас. А также эта карта, знаете, такого поведения резкого, да, когда мы не успеваем подумать и совершаем уже какой-то поступок. И это может быть как хорошо, так и плохо. То есть вот на эти спонтанные действия тоже нужно обращать внимание. Кроме того, по этой карте очень часто хочется борьбы, очень часто хочется что-то доказывать. Тоже вот стоит на это обратить внимание, потому что у этой карты есть как положительная сторона, так и отрицательная. Отрицательная, когда мы вот действуем импульсивно. Это может даже касаться вот того, как мы водим транспорт, или, может быть, как мы обращаемся там с режущими предметами. То есть, нужно как-то осторожнее на этой неделе быть, обращать на это внимание и все. Кроме того, карта очень хорошая для спорта, карта очень хорошая для того, чтобы обращаться, допустим, даже в полицию, да, бывают всякие моменты, да, вот по этой карте стоит это сделать, если вы сомневаетесь. Кроме того, эта карта вот связана со спортом, можно вот эту излишнюю энергию как раз перенаправлять в физические упражнения, что будет, как бы очень хорошо. Кроме того, по этой карте идут, знаете, все, что связано с техникой, все, что связано с автомобилями, вот очень важным становится. Поэтому, если вы планировали ремонт, если вы планировали, может быть, продать машину, вот очень хорошее время для этого. Кроме того, вообще любые какие-то переделки, когда мы все что угодно мы берем и ремонтируем, да, вот тоже очень хорошая карта для этого. Кроме того, если у кого-то возникнет вопрос, связанный со здоровьем, тоже карта рекомендации обращаться к врачам. Кроме того, вот по этой карте можно встретить человека, вот как раз такого резкого, импульсивного, но, возможно, этот человек очень искренний, да, просто вот у него характер может быть такой взрывной. Он даже внешне может быть очень таким ярким, либо там рыжеволосым, да, вот этот человек, который вот на этой неделе может как-то повлиять на то, что происходит. Либо он какую-то новость принесет, либо это будет встреча с таким человеком, либо вот те самые люди, которые окажутся для вас важными, они как раз будут вот такими чертами характера и внешностью обладать. Допустим, это те люди, которые покупают у вас автомобиль, или это доктор так выглядит, да, к которому мы обращаемся. В общем, все, что у нас важно, как раз касается вот такого типа людей на этой неделе. Для отношений вот десятка червовая выпадает. Это те, кто еще пока не в паре. Десятка червовая говорит о том, что можно как раз вот подружиться с таким человеком, который, может быть, на первый взгляд и не понравится, может быть, как-то шокирует, да, но в конце концов может оказаться вашим другом, а потом, может быть, эти отношения и на более близкий такой план перейдут. А теперь для тех, кто в паре, король бубновый выпадает.
Карта очень хорошая для тех, кто хочет какие-то важные вопросы решить, связанные либо с родителями, либо с людьми какими-то влиятельными. Может быть, с иностранцами какая-то вот у вас, ну, какая-то ситуация связанная, вот касается вас, вашей пары, да, и людей, которые из другой страны. Кроме того, может быть, это, кстати, и общение тоже через интернет, не обязательно это прямое общение. Кроме того, эта карта связана с разными юридическими делами. Эта карта связана с судами. Или, может быть, у вас какие-то на этой неделе экзамены, да, вот вы, допустим, хотите сдавать, либо вы принимаете какие-то экзамены, какие-то проверки делаете. Может быть, просто какие-то очень важные люди появляются вот в вашей жизни и влияют на ваши отношения. То есть вот все, что происходит, да, оно как-то касается людей статусных, людей, которые имеют влияние, как будто бы они вмешиваются в вашу жизнь, либо влияют просто на ваши отношения. Кроме того, эта карта связана с изобилием, когда достаточно денег, когда удача приходит. То есть, может быть, у одного из партнеров как бы прибавка денежная, да, это тоже сказывается на ваших отношениях. Может быть, просто какая-то удача у одного из партнеров. То есть, ну, очень хорошие, в принципе, такие намечаются события в паре. А кроме того, вы, может быть, будете со своим партнером как-то договариваться, знаете, вот как я мне, вернее, ты мне, я тебе, да, когда, допустим, мне от партнера нужно, чтобы он там что-то для меня сделал, да, но он не просто так это делает, а я обещаю ему за это что-то от себя сделать. То есть, ну вот как бы такие товарно-денежные отношения в паре могут быть. Далее, для тех, кто в ссоре, вот выпадает у нас туз пиковый, карта говорит о том, что не стоит поддаваться эмоциям, не стоит слишком уж копаться в прошлом. Если вы хотите помириться, то на этой неделе лучше не вспоминать обид. Лучше подумать о будущем, потому что вот эта карта также связана с семьей. Может быть, кстати, кто-то из семьи поможет вам помириться, вот из вашего окружения близкого. Но вот все-таки предупреждение, да, вот без лишних эмоций, как-то больше так рационально нужно рассуждать. И если, допустим, возникает какой-то конфликт, вот именно такой вот эмоциональный, выходит из-под контроля эмоция, да, то лучше тогда вот остановиться, либо перенести примирение на более дальний срок, либо просто вот постараться, если еще есть возможность, да, не реагировать, вот постараться не реагировать, потому что здесь вот могут быть, знаете, такие вот неприятные последствия, если, допустим, вы эмоциям поддадитесь, либо сохраняете обиды, не прощаете, либо ну, как бы припоминаете, да, вот человеку то, что было, его ошибки какие-то. То есть здесь вот могут быть проблемы, и тогда ну, как бы вообще не получится договориться, помириться и так далее. То есть вот здесь очень осторожно. Если вот чувствуете, что не простили, чувствуете, что не можете пока еще как бы ну, отпустить ситуацию, смириться, лучше перенести вот на более поздний срок, на другую неделю, например. Для тех, кто работает, здесь вот выпадает восьмерка червовая, карта, которая говорит о том, что пока еще много неясностей здесь вот в этом вопросе, много сложностей. Здесь, знаете, вот как-то карта, вот она больше связана с домом, семьей, вот скорее всего работа на дому, либо, может быть, это просто нахождение в это время там дома, в семье, и, может быть, вообще даже нет работы, да. Кроме того, знаете, вот если вы боялись потерять работу, то вот как раз вы можете, наоборот, убедиться в том, что у вас все может стабильно быть. И наоборот, если вы были уверены, что все у вас в порядке, то вот может возникнуть обратная ситуация. То есть вот здесь вот какие-то неожиданности могут происходить. Вот, в принципе, как будто бы что-то уже существует, да, вот, но это как бы за вашей спиной. Вы не знаете еще о том, что происходит у вас на работе. Кроме того, это вот карта, связанная
с рядовыми служащими, да, это не карта каких-то там начальников, да, то есть карта призывает трудиться как можно лучше, карта призывает, ну, как-то больше в коллективе, что ли, находиться, да, вот прислушиваться к коллективу. Вот когда ваша работа, она зависит не только от вас самих, но и от тех людей, с которыми работаем, да, вот, то есть такое вот, ну, как бы коллективное настроение создается, и вот нужно его придерживаться, лучше не выходить как бы за рамки того, что думает коллектив, да, вот как-то здесь вот лучше пока что не выделяться особо, чтобы это не повредило. Но вообще по восьмерке червовой, конечно же, идут путешествия, да, но вряд ли, конечно, сейчас это возможно. Может быть, знаете, может быть, придется как-то возвращаться к прошлым занятиям каким-то. Вот можно таким образом прочесть еще эту карту. Может быть, то, что вы раньше делали, да, и то, что у вас получалось и нравилось вам, вот как работа может к вам вернуться на этой неделе. Либо шанс такой появиться. Теперь для тех, у кого свое дело, свой бизнес, девятка червовая. Карта говорит о том, что новое все приходит к вам. Новые события, новые люди, какие-то скорые такие важные очень известия, информация необходимая вам. В общем, карта призывает как бы заняться сейчас с собой, своим делом, вот именно как бы на себя направить внимание. То есть все ли я правильно делаю, все ли я знаю вот то, что мне необходимо знать по моей профессии, по моему делу, да, то есть вот таким вот образом. Это вообще карта, связанная с предпринимательством, да, то есть если какой-то появляется у вас новый проект, это вот карта говорит о том, что нужно прям за него хвататься. Эта карта также связана с такой активностью очень большой, а иногда с конкурентами. То есть, может быть, у вас есть какие-то конкуренты, и, может быть, нужно что-то от них перенять, да, чтобы вам была польза в этом. Ну, либо вы просто можете на этой неделе как-то обойти своих конкурентов. Карта также предупреждает от каких-то резких, необдуманных решений. И, кстати, очень часто эта карта предупреждает о том, что нужно, чтобы у вас хорошо все было с пожарной сигнализацией. Если, допустим, у вас есть какое-то отдельное помещение, да, и вы не дома этим занимаетесь, да, то нужно, конечно же, посмотреть, все ли в порядке там с проводкой, со всем, чтобы, ну, ни в коем случае не случилось пожара. Вот почему-то здесь идет такое еще у нас предупреждение. Для финансов выпадает семерка бубновая. Эта карта напрямую говорит нам о том, что все наши финансы зависят от того, насколько мы владеем своим делом, нашей профессией, насколько мы готовы обучаться новому, насколько мы готовы сотрудничать с людьми. В общем, все наши финансы, они зависят от нашего менталитета, наших знаний, опыта, профессионализма. То есть вот здесь вот, конечно, как бы стоит на это обратить внимание. Может быть, даже задержка денег как раз потому, что мы не хотим, допустим, образовываться, учиться, либо мы можем тратить здесь деньги на образование. Так, еще вот эта карта распродажи очень часто, допустим, либо вы можете какие-то вещи вам необходимые покупать дешевле, либо, может быть, сами, если вы что-то продаете, то очень сильно, может быть, нужно будет скинуть цену, чтобы продать. Ну и кроме того, деньги наши зависят здесь от того, как мы общаемся с людьми. Вот здесь нужно позвонить, нужно как-то договориться, переговоры, может быть, какие-то назначить. В общем, все зависит от контактов между людьми. И тогда все будет хорошо, если мы умеем контактировать. Теперь проблема у нас дама червовая. Проблема в том, что все меняется. Проблема в том, что трудно приспособиться к переменам вообще, вот, ну, как бы в внешней жизни, и это отражается на нашу семью. То есть мы можем портить отношения, мы можем как-то нестабильно общаться. В общем, здесь вот как бы общая ситуация влияет на домашнюю такую атмосферу.
на отношения между близкими людьми. Поэтому здесь, конечно, вот может быть не очень это приятно. Кроме того, вот, может быть, не получается переезд вы какой-то затеяли, или, может быть, просто поездка какая-то не получается. Это тоже как проблема. Может, не получается улучшить ситуацию как-то. Или, может быть, шокируют вот эти самые неожиданные новости. Ну, вот что-то у нас в этом плане происходит. Теперь удача. Удача этой недели во всем новом. Если вы задумываетесь, начинать вам какое-то новое предприятие, проект или учиться, надо ли, да, то карта говорит, да, нужно, в этом будет как раз ваша удача. Ну и кроме того, карта искренности, да, когда мы со всеми людьми общаемся очень доверительно, по-дружески, когда мы ищем вот как бы положительные такие вот точки соприкосновения с другими людьми, когда мы пытаемся быть как бы добродушными, веселыми и так далее. То есть вот здесь, конечно же, к этому нужно стремиться, чтобы все, вот вся эта неделя была очень удачной. И совет, восьмерка трифовая, говорит о поддержке каких-то влиятельных лиц, которые может на этой неделе вот предоставиться Овнам. А карта говорит о том, что будет, скорее всего, какое-то ограничение по этой карте, но если вы выполняете вот как бы все требования, то вот вам наоборот здесь может быть такая вот поддержка. Кроме того, эта карта еще, знаете, такой вот упертости, когда мы не сдаемся, когда мы стоим на своем. Также еще, знаете, вот очень часто эта карта показывает таких вредных людей, бесчувственных. И поэтому вот нужно как бы стоять на своем. Нужно, если не удается решить вопрос напрямую, нужно в обход как-то идти. Также карта связана с пожилыми людьми, да, то есть совет присматривать за пожилыми людьми, либо, может быть, вот этот человек, который вам помогает или мешает, он тоже в таком вот уже возрасте. Кроме того, вот по этой карте можно сказать, что какие-то вопросы со строительством или с какими-то планами, архитектурными какими-то проектами будут хорошо продвигаться, если вы воспользуетесь вот помощью какого-то высокопоставленного лица. Ну и вообще совет здесь заботиться о здоровье, заботиться о своем теле, как-то ставить для себя более высокие цели. Уже на этой неделе вам прям это пригодится. Друзья, желаю вам прекрасной недели, желаю, чтобы только самое лучшее сбывалось. Всего вам доброго, до новых встреч!